Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе», телеканал Якутия-24, и мы собираемся ехать на Эймекан. Поедем мы сегодня на вот таком замечательном автомобиле. Ребята за мной уже заехали, уже все уложено, укомплектовано. Садимся и едем. И с нами сегодня Петя, наш друг-товарищ, Виталя, естественно, я и наш оператор Роман. Выезжаем из города Якутска. Сейчас вот направляемся по автозимнику, по ледовой переправе в сторону Нижнего Бастяха. И далее 1000 километров будем ехать в сторону Эймеканского УСа. В салоне тепло, комфортно, поэтому я решил создать небольшой уют. Снимем курточку, шапочку туда же. Ну и я, как опытный турист-путешественник, беру с собой всегда тапочки, потому что в далекую дорогу очень важен комфорт. Испытано на себе. Я взял чай, а Виталий взял кипяток. Чай, кипяток. Нет, я взял кипяток, чтобы можно было заварить и чай, чтобы можно было заварить и кофе, и чтобы можно было заварить и какой-нибудь Какао. доширак. Ты понимаешь? Мы же чаем доширак не завариваем. Товарищ начальник. Ну вот видишь, это вот, как это называется, премудрости Нет, путешественника, да? всегда же Вот. кипятком можно А ты, заварить все, что ты еще достань, покажи его чайник. Вот просто покажи на камеру. Отличный чай. Вот это? По поводу премудрости путешествия. Вот это? Да. Да, вот покажи его на камеру. И всем станет понятно, откуда этот чайник. И правда, этот чайник пропутешествовал, я даже не знаю, сколько миль. Только он летал в самолете всю дорогу. Да. Еще, наверное, 100-154 какой-нибудь он летал, да, Виталик? Летал. Он в нем даже летал. Это еще тот, короче, пенсионер. Но этот чайник зато, о-о-о, он еще и завтра может доширак заваривать. Вообще отсюда, если вот так поснять, то вообще прикольно получается. Слушай, двойное, еще и тройное видео. Не Смотри. туда, подожди. А я вообще на встречку выезжаю. Нет, ты на дорогу смотри сейчас. Вот оно, да? Нормуль. Друзья, сейчас идет настройка камеры, и вот смотрите, каким образом можно использовать видеокамеры для съемок именно водителя, пассажира и, ну и, соответственно, заднего пассажира. Ставится, а это меня снимет, меня та камера снимет. Это я так, просто докучу. В общем говоря, ставится камера на присоску, магнитная камера. Ставится, ну, не фронтальная, да, чтобы качество было хорошее, а именно вот основная камера. При этом, чтобы ее настроить, ставится еще один телефон на фронтальной камере. Ну и, естественно, вот идет запись со стороны водителя. В общем говоря, так настроились. Мы проехали Бастях, Нижний Бастях. Едем до нашей первой остановки, до знаменитого кафе с музеем. Ну а пока мы попьем чайку, да? На процессе, если удобно будет. У меня, вот, давайте выпьем мой чай, потому что у меня термос не такой хороший, он долго не держит. Нормально у тебя термос. И у меня уже он идет сразу с лимончиком, с мятой. Его надо выпить, а тот, который хорошо держит тепло, он можно как бы в момент с кофе. Сейчас пейте. Пакеты там, которые мои, которые лежали с продуктами, там сахар должен быть, рафинат. Я пока я себя готовлю к Кафе. да, Яичко же надо, чтобы знаешь, там засесть так. Плотненько, первый, второй. майонезом намазать, листочек петрушки и укропа, раз, на него, раз, это сильно, Вытащить, разрезать, вытащить из него желток, положить туда. Нет, это уже нет. Фарш из-под этого, что там делают, из рыбы, из трески. Да уже не круто, давай, что Ну, сверху икра. Как без нее, да? Это вечером. это вечером. Кто с утра типа икру ест, да? Кстати, подъезжаем уже к кафе. Граница села Туму.
нас есть небольшой подарок для именно этого кафе. Так как в этом кафе имеется музей, мы решили сделать небольшой подарок, оставить здесь зеркальную камеру «Зенит». Здравствуйте. Мы с телеканала «Якутия-24», проект «Испытан на себе». Знаем, что у вас есть музей, и хотели бы, в общем говоря, от телеканала «Якутия-24» хотели бы оставить вам вот такую вот камеру для музея. Это зеркальная камера «Зенит». Ну, с чехлом. На память, скажем так, и как бы небольшой вклад в развитие именно вашего кафе. Спасибо большое. Это собирал наш руководитель Иван Иванович. И некоторые экспонаты, это туристы, это некоторые люди подарили. Ну то есть люди также оставляют, приезжают, оставляют, да? Ну, то есть мы, получается, продолжаем традиции, тоже оставляем небольшой подарочек, вклад в развитие музея и всего кафе. На самом деле очень интересно вот так вот ехать по дороге по Калужской трассе, остановиться в кафе и увидеть вот музей. Здесь очень много разных вещей, собранных, наверное, со всей страны. Люди просто так сами приезжают здесь, оставляют, грубо говоря, свою историю. И тем самым развивают данное кафе и данный музей. Ну, а сейчас мы пойдем перекусим и далее еще зайдем в природную часть данного музея. Ну тут вот можно так и посмотреть. То есть, смотрите, это жилище, традиционное жилище якутов. Скот. Тут даже курица есть. Курица-петух. Интересно так поставлены. Крупнорогатый скот. Ну и дальше идет вот именно природа. Здесь, я так понимаю, основные обитатели природной части данного улуса. Смотри, как интересно сделано, да? Лось стоит в углу, чисто голова, да? Ну, бюст получается. И как будто бы из темноты, да, выходит такой пук. Из леса, да? Да, из леса, ага. Инсталляция интересная. Кстати, какой место? Пикелево, да, или Мухаря? Я даже не заметил, что он зажимает лисы. Глаза-то хитрые. Ну все, поехали дальше. У нас впереди длинная дорога. Длинная и увлекательная дорога. Испытано на себе. Продолжаем наше движение в Аймиконский улус. Проехали Чурапчу. Там мы решили не заправляться, потому что нам хватает топлива. Доехали до Татинского улуса. И будем сейчас делать остановочку в селе Черкех, чуть дальше, да, то есть 7 километров от Черкеха, на знаменитом памятнике, посвященном Нюргун-Батору Стремительному, национальному эпосу Олонхо. Вот он, знаменитый памятник. Сейчас выйдем, посмотрим. Очень интересное место. Прямо на трассе, на дороге стоит такой монумент. Выглядит очень сильно, мощно, грандиозно. Ну, такой интересный памятник на самом деле. Что самое интересное, он именно посвящен национальному эпосу Олонхо. Вообще Татинский улус этим славится, в плане того, что здесь было очень много деятелей культуры, поэзии якутской. Испытано на себе. Мы приехали на границу Тампонского улуса, и так как вот именно Тампонский улус является воротами, скажем так, в горы, мы здесь решили остановиться, немножко размяться, отдохнуть. Ну, естественно, не забываем традиции, обычаи и тоже завяжем ленточку. Ленточка небольшая, но все же украшает зеленым салатовым цветом.
повесили ленточку и далее едем на Эмякон. И впереди у нас автозимник, ледовая переправа через реку Алдан. Поехали. Город где-то в горах. Они так сливаются, да, с небом. А, там облака. Это облака, блин, касаются их. Мы сделали небольшую перестановочку. Петя у нас пересел назад, а оператор сел вперед, чтобы снять для вас отличные зимние кадры гор. В снегу, как будто дорога на Эспен. Славный город Эспен. Да-да-да. Как фильм называется? С тобой еще тупее. В общем говоря, едем весело. Мы проехали указатель «Опасный участок». И вот занимаемся съемками. Роман у нас снимает вот таким вот образом. Весь в работе. Снимает он вот такую картину. Хулиган столько много, что мы его просто бампером поднимаем. О, отвалом. Бампером снег. О, вот это номер. Вообще закидал. Слушай, надо походу это выйти почистить стекло. Хорошо, что у нас там спереди картонки стоят все. И не только картонки. Че, как-то так. Снежок мешает всем. Особенно большим автомобилям. Мы-то ладно. Отвалом своим поднимаем снег. Вот ребятам не везет. Подмигивает. Стараются ребята. Крепкие. Вот такая у нас на вереница. Нам надо понимать, можем ли мы проскочить. Там еще один и еще один. Сколько пройдет, неизвестно. Между ними, наверное, проходить пока не стоит. Сейчас попробуем. Попробуем вот так вот заметает автомобили. И снега просто вообще, вот видите. Если так взять, то мне по грудь. Вот так вот. Мы сейчас применяем новые технологии наши. Запустили дрон, смотрим пробку. И смотрим, идет ли встречный автомобиль на подъем. А так спросили у проезжающих, да, у водителей. Говорят, что идет очень большая колонна. И на подъеме стоит самосвал, которого вытаскивают. Поэтому мы немножко задерживаемся. Никого нет. Ну, там денег тут. Можем сюда протиснуться. Да, сюда можно. После вот этого, да? Ага. Вот оно. И мы можем объехать, да, их? Петя где? Не знаю, там кто идет. Петя стоит на улице. Вон там, впереди. Поехали, поехали. Можем успеть. Идет туда, да?
датчики забивают. А, то есть у него получается из-за снега, да? Да. Он ничего не видит. Ну ничего, хоть немножко проехали. Он Петр Михайлович у нас спорт не забрасывает, бегает. Дневные тренировочки. Петь, ну чё, как пробежался? Нормально, отлично, сзади машина. Большая пошла. И не одна. Давайте снимаем. Виталий, они там встали. То вон там кто-то лежит. Да. Вот они его, наверное, будут выковыривать сейчас оттуда. Датчик говорит, там на спуске, получается, с той стороны на подъеме. Трал вроде растележился, его вроде как уже вытаскивают. Сейчас посмотрим, там, говорят, тоже пробка и единица большая. Мы, наверное, опять будем или ждать, или как-то постараться объезжать, будем с коптера смотреть. Как там легче. Ну, если что, побегаем. Нормально. Что там? Стоит? Не двигается, да, он? Ну давай, я туда пойду. Давайте пойдем смотреть, что там за ситуация. Роман еще с коптера смотрит. Я пойду прозондирую обстановку. Ну, по-моему, эти машины пытаются ему помочь просто. Если они его тросами возьмут, чтобы он дальше-то не завалился. Здравствуйте! Че, надолго? Надеюсь, нет. Он груженый? Ай-яй-яй-яй. А сбоку что, для поддержки? Ну, конечно. Да, надо его поддерживать, ага. Он висит. Он висит, ребят. Сейчас вот такой фал. Пойдет одна машина, вторая машина. Здравствуйте. Да, мы на маленькой машинке. Цепляй. Мы на маленькой машинке. Этот на цепях. Надеюсь, у вас все получится. Да, должно получиться. Красавчики. Только с таким уверенным чувством юмора. Испытано на себе. Вот эти две машины сейчас одновременно пойдут и будут тянуть его туда. И так как они его туда потащат, у него есть возможность завалиться. Ребята для этого крепят трос боковой, но при этом трос он же не удлиняется. Поэтому эта машина тоже будет одновременно вместе с ними двигаться. Три машины будут одновременно двигаться и вытаскивать. Ну это такая операция. Сейчас посмотрим. Блин, интересно, конечно, но опасно. Мы рядом стоять не будем, трос штука такая. Он трос может встретить. Он и так уже вон расплетен. Будем отходить, смотреть на расстоянии. Пересим пальцы за пацанов. Я думаю, у них все будет хорошо. Ну вот Петя у нас специалист именно по транспортным средствам, практически по всем видам, да? Ну, конечно, специализируется больше по легкому, да, по транспорту. Но, по крайней мере, есть понимание вообще, что происходит и как. Я вот, допустим, как человек, не связанный с дальнобойщиками, вообще вот, с транспортными средствами, не совсем понимаю, о чем сейчас идет речь, но я так понял, что это очень опасно. Тросами будут дергать сейчас влево-вправо. Наша задача просто наблюдать, помочь мы здесь ребятам, наверное, ничего не сможем. Если они его завалят дальше, Ему, получается, нужно будет сейчас быть на нейтралке, вы будете тащить, а он как поплывок будет, получается. Да, он с вами вверх пойдет. Он будет как противовес. машинки пошли. Ходом. Пока одна машинка только гребет. Надо, чтобы вторая подключилась.
Но вот она, суровая, скажем так, работа дальнобойщика, а особенно именно дальнобойщика, который работает на трассе Колыма в республике Саха-Якутия. Плохо, что мы застряли, но при этом берет гордость, что в России все-таки есть люди, которые помогают друг другу, особенно на севере. Вот сейчас один самосвал пытался пропустить встречную машину на подъеме. В общем говоря, сам завалился, вышел за дорогу, и при этом остальные машины останавливаются и помогают. Сейчас 3 дальнобойные машины занимаются спасательными работами без привлечения дорожных служб. Необходимо отметить, что здесь нет связи, и поэтому помощь людей друг другу здесь всегда приветствуется и является обязательным. Очень тяжелая машина. Оно так просто, наверное, не пойдет. Вот они, цепи. Цепи хитрые, не просто цепи. Сейчас попробуют откатиться, видимо, будут пробовать. Ох ты, он катается просто. Просто катается. И мы тоже, я тоже уже просто скользко, очень скользко. Тем более этот пухляк, да, скользкий. Нет, Семен, я думаю, его не вытащить. Тут, видишь, подъем же еще. Подъем, конечно. Ой, это... Оп. Один пошел, второй заглох. Конечно, слаженная работа, в первую очередь, всех 3 автомобилей. Ну, это на самом деле суровые будни дальнобойщика, да? Это еще... Опа, пошел. Ох ты. Он сейчас может завалиться. Так, ну чё? Плохая новость, на черном режиме сошла лавина. И говорят, что там коммунальщики работают хуже даже, чем здесь в данный момент. Есть вероятность доехать до туда, снять лавину. Но это уже ночь, что толку мы в нее упремся. И остаться там ночевать где-нибудь возле дороги. Когда его расчистят? 2 дня, 3 дня. Неизвестно. Ну, дорожники, да? Сейчас у дорожника. Ребят, а если на режиме сошла лавина, ее расчистят когда вообще? Вот. Эскаватор поехал, неизвестно. Ну это быстро делается или это... Если его вот так вот вставать не выйдет, это быстро. Да не мы же встали, мы на еду маленьком. её убирать, но видишь, как я туда еду. Ай-яй-яй. Не, имеется в виду там несколько дней. Не, это быстро делается или это прям может мы можем В встать? зависимости сколько, если там 50 кубов сошло, то они ее за час уберут, а если там 500 кубов, то они ее 3 дня будут убирать. Вот так вот. Смотря от этого, от объема. Туда надо ехать, короче, и смотреть. А сейчас ночью что там увидишь, да? Ни хрена. Видно? А вы как раз убирать едете, да? Ну, в смысле, вообще... Везу человека. Туда. А здесь-то мы еще сколько простоим? Сейчас последний раз пробуют ребята двинуть технику. И если у них не получается, они отходят. Мы уезжаем. Только что мы поговорили с работниками, которые едут на черный режим завал убирать. У них там техника, бульдозер большой. Сошла лавина. Они не знают, какого объема эта лавина. Они говорят, мы сейчас приедем, если там 50 кубов, то мы за час бульдозером уберем, и вы поедете дальше. Если там 500 кубов, говорит, то мы будем их 3 дня убирать. Поэтому, говорит, сейчас только до туда, и там будем понимать вообще, во что это выливается. Ну смотри. Мы столько времени проехали, уже ночь. В любом случае, если мы даже обратно поедем, нам надо будет поспать чуть-чуть в машине. Здравствуйте. Всем привет. Что Здравствуйте. там дальше проехать можно? Ну здесь нет сейчас. Сейчас они вытаскивать здесь пытаются, да. А там на черном режиме этот самый лавина сошла. Слышь. И вот стоят дорожники, которые едут туда оценить обстановку. Техника там уже стоит большая. Ну они техника. вроде как бы... Но там неизвестно какой объем. Да, вот я вот встретил на хасе пару мужика. Он говорит, я говорит, проскочил там пока, говорит, большие машины. Узко, говорит, ну проскочил. Ну вот крайний сейчас приехал, говорит, я последний, кто проехал, за мной лавина сошла. Все, остальные там встали. Да ты че? Ага. Поэтому пока они не приедут туда, а они сейчас не могут приехать туда, потому что здесь вот сейчас растаскивают. И там уже по объему. А вы куда? Мы Хомяком. на Хомяком. Хомяком? А мы Зырянка на Колыму. Ну вот. И теперь вот мы сидим и тоже думаем, как. Они говорят, может за час расчистим, а может за 3 дня. Неизвестно. Надо ехать туда, вставать, смотреть, если они уже как бы много проехали, да, получается. Мы же сейчас обратно не поедем ночью. Надо приехать, посмотреть, если у них все получается, мы, естественно, подождем, пока у нас бензин есть, все есть. Да, а если, естественно, там 3 дня, то мы поспим немного в машине, да развернемся, а что делать? Ну да.
Ну, другого выхода нету. Ну, поспать надо будет, что мы уставшие такие. И что, и обратно куда? На Хандыгу, что ли? Главное, чтобы... Я не знаю, куда. Но Не, давайте загадывать не будем. Давай загадывать не просто будем. До туда доедем. доедем, посмотрим. Они говорят, мы даже ночью увидим Ладно, объем. давай. Нормально. до свидания. Мы говорит, даже ночью объем увидим. Все нормально, говорит. Потому что это же федеральная трасса, в любом случае расчищать. Ну, в общем говоря, вот такая вот ситуация. Приняли решение доехать до черного прижима после того, как вот этот самосвал нам, ну, либо его вытащат, либо дорогу сейчас дадут проехать дорожникам. Мы за дорожниками прямо поедем до черного прижима, посмотрим ситуацию и там уже будем принимать решение. Испытано на себе. Едем до черного прижима, но вот у меня возникли эти как соображения по этому поводу. На самом деле, когда мы сюда выезжали, еще в городе Якутске, проехали уже переправу, и у нас случился казус в плане того, что забринчал амортизатор. Да? То есть мы останавливались, ремонтировали амортизатор. Это я к чему говорю? Петь, вот ты веришь в то, что есть какие-то ангелы-хранители? Ну, Я понял, о чем ты говоришь. Нет, я в такое не верю. Для меня это как бы просто череда случайностей. И амортизатор как бы роли не сыграл. ну, на самом деле, смотрите, все-таки, видимо, есть силы сверху, есть элементы какой-то мистики, но это неплохо, это, наоборот, хорошо. То есть я считаю, что у нас есть ангел-хранитель, который предупредил, что либо не стоило бы ехать вам и терпеть такие трудности в дороге именно сегодня, либо то, что нас спасли. В плане того, что если бы мы поехали раньше, возможно, попали бы как раз под лавину. Так что мы очень рады, что все, что случается, случается не случайно, и все это к лучшему. Испытано на себе. Друзья, ну мы приехали на тот самый ручей, Шаман-ручей. Сейчас будем приобщаться к традиции данной дороги. Это такое место, где люди оставляют здесь воду и набирают воду. Мы сейчас подойдем сюда к беседке, также оставим водичку. У нас, Петь, покажи. У нас вот такая бутылка заранее приготовлена, испытана на себе, НВК СХ Якутия-24. И мы ее оставим здесь. Это вода, причем из города Якутска. И сейчас пойдем ее вешать на эту беседку. Ну вот, обратите внимание, здесь вот есть, ну, немного, да, бутылок. По крайней мере, вот есть вода. Откуда это? Байкал, 2023 год. Вода из Енисея, 2023 год. Здесь уже прошло. Тут тоже водичка есть. Ну, мы тоже свою лепту оставим. Давайте, наверное, со всеми вместе, да, здесь с этой стороны. Повесим вот с этой стороны нашу водичку. Ну что, ну и по якутским традициям оставляем здесь оладушки. Оладушки, как учили нас на ленских столбах алгощет, ложим не разделяя и по кругу. Это мы сделаем вот так вот. Раз, два. При этом это делается с добрыми мыслями, с огромной благодарностью, что мы вообще доехали до сюда, и с пожеланием продолжить наш путь удачно, в добром здравии. Так, ну и далее идем набирать воду. Да, здесь люди... Ой, как много денег. Здесь люди оставляют денежные средства. Ну, монетки кидают, на самом деле, чтобы вернуться. Это так же, как и делается на нулевом километре в городе Москва. Так, посветишь? Так, ну что, пробуем набрать? Оп.
Да, тут, конечно, такой... Да не, не должно. На удивление, водичка не такая уж и холодная. Не, ну то есть я вот рука моя под водой, я спокойно держу, нормально. Опа. Ну что, набрали водички? Ну идем дальше? Едем, вернее, дальше. Нас ждет черный прижим. Ну вот мы прошли желтый прижим, черный прижим. Из-за того, что задержались на дороге, не смогли отснять в должном виде именно эти места. Там на самом деле очень классные кадры должны были быть. Но мы думаем это на обратном пути снять. А сейчас мы попали вот как раз таки в ту самую пробку и пытаемся проехать. Возможно, нам получится все-таки сегодня прорваться. А так мы сейчас проезжаем через большое количество машин, стоящих как раз на нашем пути. И они едут все в сторону, ну, Имикона, ну, в сторону, имеется в виду, Колымы, Магадана. Ну, кто куда, в общем говоря. То есть по ходу нашего движения. Вечер добрый. Не в курсе, мы не проскочим там. Вообще никак не. Что там? Там лавина, да? Ну что, мы на черном прижиме, вот с этой вот расщелины. Вот эта дорога. Представляете, вот эта дорога. Вот этот брустер кончается, и все. Говорят, что это быстро будет. Как быстро, я не знаю. Там обрыв. Это обрыв, он весь засыпан снегом. Нам не дают даже прийти посмотреть объем снега. Сейчас посмотрим. На самом деле немного. Вот машины стоят. Вот они. С этой стороны также. Сейчас отойдем. Нас прогоняют. Сказали, что все нормально, часа 3 работы. Все сделают. Можно прилечь, отдохнуть, так как мы в 5 утра встали. Испытано на себе. Сложилась такая ситуация, сошла лавина на черном прижиме, и здесь стоит очень большое количество машин, колонны, все ждут дорожников, чтобы расчистили путь, и некоторые люди даже установили палатки и сидят, отдыхают, ждут дорожников. Никто не нервничает, все спокойно, люди просто ждут, пока расчистят дорогу. Онна бары тимсемит бу колоннан бары нехмет бу лавина тихал бутыгар бу буквально 1 минутен не битертисте. Олихен затор бол бутыгар манын күнүстен ололор бутманда. Онда бу хатан тахара бу бураттар балака durur бутыра. Оннан ужунады бут. Шүй байбит, удовнай байбит. Атыбят кантан хажады хайти о чукоткага барanya. Чукотка барanya. Аллара вестехтен бу бураттарым бу баян антонор ковалатары. Нюрбалар. Нюрбалар аяндан яхтен бары. Алтты 5 машина olan бары нем. Элбак болон барanya арасы. Колонна. Оттан бәгат кырмысын барanya та бу дальнобой машинада. Это дальнобойщиктарга. Чана бу Нюрбаттан, Жокускайттан Алвара вестехтен. Оны маны күчө адык палаткаларга тур походной
Маннык бу сыпсылас тылга куска харга тоқтавар нашой Это был, удобно ебит. были кыгыңы балыктырга Да. аналамыт палатка. Специально анамыт бу трехслойный ген док. Ажаха ütüpülönнай. А, Аны газ плитатын кылбата сыпсылас болар удобный барата. Хар бар. еще var такой рыбки. Вот бик бу палатканы кирен көрөп кетти. Бүгүнкү күннәхә бихи монда бу палатка удобный болан авранны будаха. Отон война түһәргәр да көрбөк күт тахадык түһәрен өтәр. Дан мин данное время көрбөтәм, но бу инники машина буквально минин нибер төстә дибит. А, Кини мин иккис үһүс туру. Та бу хамактау бе критик уступ кетти чаны бе көрөп. Зайдем? Ну, у ребят такая хорошая палатка. Разместились ребята здесь очень уютно, я бы сказал. Я на рыбалке даже так иногда хуже размещаюсь. Ну, прекрасно. Ребята покушали здесь. Плитка, стульчики. Спокойно сидят. Тепло, комфортно здесь. Ну, такие вот условия были созданы природой на черном прижиме, на трассе Колыма. И ребята наши находят выход из сложившейся ситуации и просто ждут, пока приедут дорожники и почистят лавину. Ну, то есть обвал. Пойдем. Испытано на себе. Приехала спецтехника, дорожники приехали, проводятся сейчас работы, и нам осталось совсем чуть-чуть, и препятствие на нашем пути будет устранено, и мы продолжим наше движение на Эймекон. Мы только что снимали видео о том, что уже все хорошо, уже оставалось совсем немножко, чтобы машины проехали, чтобы завал убрали. Сошла еще одна лавина. Там пока непонятная ситуация. Под лавиной оказался грейдер. И вот сейчас непонятно, люди там есть еще под лавиной или нет. То есть все мы сейчас идем туда, смотрим, ну, помогаем, смотрим как можем. И ребята подошли, дорожники, которые вот туда бегут, сказали, с дроном обязательно туда подойти. Мы побежим. Расщелину какую? Которая там? Да, который там, где скрипнули там. Смотрите, чтобы не пошла еще лавина. Хорошо. Сейчас посмотрим. Пока трактор ехал, 3 раза лавина сошла. Засыпала грейдер и человека под завалом. Так, один человек или двое? Один. Один. Второй выбрался из трактора. Ага. Вот, видишь, обваливается. Она там обвалилась под колеса УАЗика рабочего. И еще она сыпается бесшумно. Она сзади меня сыпала, когда не слышно, когда она это делала. Вот там бугры накапливаются. Главное пробежать участок самый опасный. Ну давайте, езжайте. Навстречу, да. Забери доску. Только что вытащили человека, который был под завалом. Ну, это просто чудо. Ребята просто нашли и выкопали человека. Мы, конечно, это ну, просто не успели заснять. Тут такая суета. При всем при этом мы немного осуществляли помощь тем, что подсветили именно часть лавины. Сход лавины сняли дроном. Ну и по всей видимости, так как завалило здесь очень сильно, и сзади, то есть с города Якутска, если ехать в сторону черного прижима, тоже идет завал. И поэтому мы, скорее всего, сейчас поедем обратно в Ханбегу. Ну, сейчас зайдем в машину, посидим, подумаем.
Есть вот такие вот участки расщелины, с которых возможны еще дополнительные лавины. И поэтому мы их вот пробегаем. Ну, главное пройти их быстрее, мало ли. Сейчас тут все посмотрит, где возможно, все посмотрит. Если еще тут 3 дня будет сыпать, то Сидим в машине, сидим, думаем, что дальше делать. Просто есть опасность того, что сейчас вот этот весь черный прижим засыпет. Ну, может, не весь, но, по крайней мере, обратную дорогу может засыпать, либо вперед. Но то, что лавина будет еще сходить, это факт. Потому что снег идет. По прогнозу погоды этот снег будет идти еще дня 3. Там сейчас, чтобы проехать на ту сторону, сперва нужно раскопать этот грейдер.